Еще земли не тронут сон сигналом трубача. Еще не начал эскадрон рубить с плеча. И от тумана над водой трава белым бела. Еще не мнут ее собой порубанных тела. Он сам по себе непростой человек, естественно, личность его непростая. Корни белорусские у меня, поскольку мой дед родился здесь, в Витебской губернии, просто в 11 году прошлого века. Он с прадедом и с группой односельчан во время Столыпинского переселения переехал в Сибирь, в губернию Енисейскую. Ну и с той поры все трохименки уже в Сибири, значит, рождались и росли. Я русский человек, поскольку мои родители русские люди. А с другой стороны, во мне всегда был большой интерес к Беларуси. Ну, скорее всего, только потому, что этот интерес, значит, исходил и от деда, и от отца, который, значит, во время войны волей судьбы попал сюда, на Второй Белорусский фронт, и прошел, значит, всю Беларусь от Прони до Белостока. Он, с одной стороны, офицер, с другой стороны, он ученый, с третьей стороны, он государственник, с четвертой стороны, он белорус, с пятой стороны, он родился и большую часть своей жизни провел в Сибири. И поэтому вся эта многогранность и отражается в его творчестве. Мне так кажется. А отсюда, наверное, и выбор темы, на которую пишет Трохименок. Это роман события в канве экстремальных условий. Вот если бы я в свое время не посчитал, что современные писатели, ну, не все, а многие, либо жизни не знают, либо не умеют интересно подать материал, о котором, так сказать, пишут, я бы, конечно, за перо никогда не взялся. Он теперь работает плотно вообще в жанре детектива, и такие вот вскрывает очень какие-то сложные проблемы современности, потому что наша современность, конечно, она во многом заслуживает детективного сюжета, потому что он реально в литературе, потому что он реально развивается в жизни. Язык у меня не поворачивается сказать, что это детектив, потому что это выше детективного жанра, особенно в том пошлом понимании, в котором сегодня его штампуют. Еще земли не тронут сон сигналом трубача. Еще не начал эскадрон.